Аллаху свят Он и велик, Царю, Владыке, Наделяющему, Творцу небес и земли, и мы посылаем мир и благословения Его любимому пророку Мухаммаду, мир ему и благословения. Есть много вещей, которые я хочу упомянуть. Я прошу Аллаха свят Он и велик, чтобы Он облегчил мне. Я прошу вашего пристального внимания, пожалуйста. Прошу вас пристального внимания. Знаете, многие из нас, когда приходят на лекцию, прошу вас, братья, не снимайте. Прошу вас, братья, никаких съемок и записи. Многие из нас, когда приходят на лекцию, приходят на пятничную хутбу, приходят на урок, и в нас есть эта болезнь. Мы смотрим на то, как шейх, лектор или имам будет развлекать меня, или как он меня известит о чем-то. И поэтому многие сегодня покупаются на тех лекторов, которые им нравятся. Это очень, очень опасно, потому что это ограничивает вашу награду. И правда в том, когда любой мусульманин посещает какое-то собрание, мы должны искать на таких собраниях прошение о том, чтобы Аллах открыл нам наши сердца. И ваша награда будет согласно тому, насколько вы этого хотели. Вот поэтому, в зависимости от того, насколько вы будете с Аллахом свят Он и велик, то вы и возьмете с такого послания. Знаете, иногда вы учитесь чему-то от проповедника, хотя у самого проповедника даже не было намерения обучить вас этому. Иногда вы учитесь чему-то от проповедника, хотя у самого проповедника даже не было намерения обучить вас этому в данном конкретном уроке. И это основано на ваших взаимоотношениях с Аллахом свят Он и велик. Это основано на твоем голоде, на твоей искренности. Так Аллах обучает вас вещам. Иногда Аллах обучает вас через инструменты, о которых вы никогда бы не подумали. Иногда Аллах обучает вас чему-то, например, когда вы наблюдаете за животными. Иногда, просто наблюдая за животными, Аллах, возможно, преподает вам урок, которого вы никогда не найдете в книге. Итак, сегодня, основываясь лишь на том, чего вы хотите, то Аллах вам и даст. Взгляните, братья мои и сестры. Каждый мужчина, риджаль на арабском языке, так вот, каждый мужчина – это особь мужского пола. Но не каждая особь мужского пола по-настоящему является мужчиной. Каждый мужчина, каждый риджаль, он мужского пола. Но не каждый человек мужского пола по-настоящему является мужчиной. В этом есть огромное различие между этими двумя понятиями. Знаете, многие из нас любят думать, что я мужчина, риджаль. Пообщайтесь с любым братом и спросите: «Брат, ты мужчина или нет?» И тут же заметите реакцию в нем. Это почти как если бы ты спрашивал: «Брат, ты спрашиваешь о моих способностях? Ты спрашиваешь о моей чести, о достоинстве?» Каждый мужчина – это тот, кто мужского пола. Но не каждый тот, кто мужского пола, по-настоящему является мужчиной. Посмотрите, братья мои, быть мужчиной – это не означает, что ты особенный. То, что ты мужского пола, не делает тебя особенным, потому что ты родился таким. Аллах свят Он и велик даровал тебе такой пол. И несмотря на этот факт, еще вчера ты мог бы и не родиться мужчиной. Ты мог бы им вчера не стать. Тебе нужна была операция, чтобы стать мужчиной. А сегодня ты не нуждаешься даже в операции. Сегодня тебе надо просто себя возомнить им. Тебе надо просто почувствовать, что ты мужчина. И с юридической точки зрения закон защитит вас, даст вам права как мужчине, независимо от того, кто ты, основываясь лишь на мыслях, основываясь лишь на чувствах. То есть мужской пол не делает вас особенным, но вот по-настоящему особенным делает способность быть мужчиной, риджалем. Для этого не нужна операция, братья мои. Для этого не нужны гормоны. Быть риджалем – это не чувство, о котором вы твердите себе в своем сердце, и внезапно вы становитесь им. Это так не работает.
Быть мужчиной – это не татуировки на ваших руках. Так многим из нас нравится демонстрировать, что мы якобы жесткие. Мы хотим представить себя сильным. Быть риджалем – это не иметь татуировки. Быть риджалем, быть мужчиной. И если мы посмотрим в Коран, когда в нем упоминается о чем-то важном, упоминается о большом уважении. Аллах, Свят Он и Велик, упоминает мужчин. А когда затрагивается что-то общее, что-то не так уж важное, Аллах называет их просто «закар» – мужской пол. То есть, как бы говоря, что есть большое отличие и разрыв между этими двумя. И сегодня я хочу спросить вас и себя, как мы предстанем перед Аллахом? Как риджаль или как закар? Как риджаль или как закар? Кем из них? Скажите мне, кто определяет, кто является риджалем? Кто? Каковы сегодня признаки, что ты мужчина? К сожалению, сегодня наше общество вытеснено соцсетями. Оно вытеснено соцсетями, киноиндустрией развлечений. Они нынче формируют общество. И, к сожалению, мусульмане, практикующие мусульмане сегодня приняли эти черты джахилии и попытались сделать это религией. Итак, если я спрошу любого здесь: брат, кто такой риджаль? Что делает мужчину мужчиной? И если мы честны сегодня, если мы и вправду честны сегодня, то в обществе, в котором мы сегодня живем, в нем много чести, уважения и похвалы отдается тому, кто умеет драться. Разве вы не замечали такого? Любой, кто держит себя в физической форме, любой, кто умеет выкинуть пару плюх, то в нашем обществе такое почитается, такое любят, такое признается. И это является признаком риджаля. Вот поэтому сегодня ММА считается чем-то сильным в нашем обществе. Бокс считается чем-то сильным в нашем обществе. Борьба и все эти контактные физические виды спорта. Спорт, который пророк, мир ему и благословение, явно сделал запретным из-за битья по лицу, но в глубине нас не заботит то, о чем пророк думал. Нас заботит то, что подумает общество. И сегодня, если ты не дерешься, то, брат, тебя не признают за мужчину. Итак, у нас теперь эта эпидемия, и поверьте мне, это не в новинку. Мусульмане, поймите, любая болезнь, через которую мы проходим, это не что-то новое. Любимец, учитель, господин, он пришел обучать. Он пришел излечить общество от всех болезней. Но, к сожалению, мы верим, что сунна, да, ей уже 1400 лет. Брат, мы живем в другое время и в другом месте. Нет, клянусь Аллахом, это одни и те же болезни. Так пророк, мир ему и благословение, и я прошу, очень прошу, я хочу, чтобы вы прочувствовали это вместе со мной. Однажды пророк пришел в мечеть, мир ему и благословение. Он пришел в мечеть и увидел сподвижников, борющимися. Это запретно или дозволено? Разве сахабы будут делать что-то запретное в мечети? Аузу билля, конечно, нет. То есть это было дозволено. Они боролись в мечети, просто боролись. Не били по лицу, а просто боролись в мечети. Так он, мир ему и благословение, вошел в мечеть и увидел эту толпу. И знаете, я хотел бы, и это потому, что я имею нестандартный тип мышления, позвольте мне поразмышлять вслух вместе с вами, и Аллах знает лучше. Я не говорю, что это шарх этого хадиса. Нет, это просто мои мысли. Знаете, иногда вы делаете что-то со своими друзьями, и это бывает забавно. Между вами. Например, это выглядит забавно для вас. Но затем кто-то входит, и это из забавы начинает выглядеть очень глупо. Вы о таком слышали? Кто-то входит, и это выглядит как шутка, а затем вы оглядываетесь, и такие: «Я Аллах, какая же это неловкость». Итак, сподвижники, и это я так размышляю. Итак, сахабы боролись в мечети. А затем представьте, входит посланник Аллаха. Представьте, почитаемый среди мужчин входит в мечеть, а сахабы продолжают бороться. И лично я так поступил бы.
Да что там пророк? Зайдет шейх, и ты бьешь в бок локтем брату. Потише, потише, брат, шейх увидит. Шейх увидит. Когда мы были в школе и вытворяли что-то, и шел учитель, мы говорили: он идет, только на арабском. И клянусь Аллахом, этот принцип «он идет» работал на всех, когда все об этом хором скажут. И представьте, как сподвижники борются, и пророк, мир ему и благословение, входит. И вы можете себе представить, что произошло со сподвижниками. Они такие: вау, у них возникла неловкость. А затем он спросил: что вы делаете? Прошу вас, прошу. Разве пророк не знал, что они делали? Ну вот честно скажите мне, разве он не знал, что они делают? Он знал точно, что они делают. Но хадис не только для них, он касается каждого мусульманина вплоть до судного дня. Иногда они говорят тебе: да ислам уже устарел, ислам, хабиби. Это бесчестие, клянусь Аллахом. Иногда, когда я слышу или читаю хадис, или читаю аят, это выглядит так, как будто Аллах сказал эти слова сегодня, в 2019 году. Настолько Коран является живым. А люди говорят мне: он устарел. Так он вошел и увидел их борющимися. Он сказал: что вы делаете? О, посланник Аллаха, да ладно, ты вошел, все, мы прекращаем борьбу, замнем это. Но он как доктор, как учитель. Он был там как лекарь от всех болезней общества. Так они сказали: о, посланник Аллаха, мы боролись. Затем он спросил: зачем вы боролись? Посмотрите на эту соль. Эта соль была посыпана прямо на рану. Представляете сподвижников? Кто теперь объяснит, почему мы боролись? Кто? Кто объяснит, почему мы дурачились? Итак, они сказали: о, посланник Аллаха, мы боролись, чтобы посмотреть, кто из нас, кто среди нас, ну, в общем, кто является мужчиной. Что-то поменялось спустя 1400 лет? Что-то изменилось? Нет, клянусь Аллахом. Сегодня все то же самое. Они не делали ничего запретного, и пророк знал об этом. Но он предупредил их о нечто более глубоком. Так что же он сказал? Он сказал: «Риджаль, мужчина среди вас, это не тот, кто физически сможет одолеть другого. Любой дурак может это сделать. Это не то, как мы определяем, кто есть мужчина». Представьте, как себя почувствовали сахабы. Представьте, как пророк сказал им: это не то, как мы определяем мужчин. Он сказал: «Риджаль среди вас, мужчина среди вас». И я прошу, мои молодые братья, прошу, не впадайте в эту уличную смуту. Лишь эта религия сделает из тебя мужчину, а улица сделает из тебя головореза. Он сказал: «Риджаль среди вас, мужчина среди вас – это тот, когда его настигает беда, он контролирует свой гнев и ярость». Он контролирует это, он терпит это. Это и есть мужчина. А теперь сходите в зал в UFC и расскажите им об этом. Братья тратят часы и часы. И это нормально. Сегодня я не буду упоминать ничего, что касается халяля и харама. Не надо идти и говорить, что брат сказал, это халяль, а это харам. Прошу вас, братья. Харам и халяль – это язык детского сада. Это вообще элементарные вещи, это первый класс. Нам нужно развиваться, нам нужно двигаться дальше. Нам нужно уже постараться построить глубокие взаимоотношения с Аллахом. Это харам, это халяль, это первый класс, это прописные истины. Если я сделал что-то благое, мне причитается похвала. А он сделал плохое, то он должен отдыхать. К сожалению, так и есть. Харам и халяль. И я не об этом. Копайте глубже. Пророк сказал им:
намного глубокие слова, что это не мужчина. Мужчина тот, когда трудности настигают его, что он делает? Он пробует контролировать это. Пробует. Я бросаю вызов любому. Попытайтесь, насколько это тяжело. Поразмыслите, когда Аллах упоминает о мужчине, то почтение и честь идет прежде слов. Сегодня мы говорим «мужчина любому». Любой, кто может пробить двоечку, он уже мужик. И у нас целая эпидемия. Нет, братья, это не физическая драка. Какую еще эпидемию мы имеем в нашем обществе? Как мы определяем еще, кто есть мужчина? Насколько он здоровый, брат? Сейчас у нас это стероидная эпидемия. У мусульман. О, Аллах, эти стероиды. Не спрашивайте меня, халяль это или харам, но болезнь, я о болезни. Вы слышали о такой болезни под названием синдром маленького человека? Вы слышали об этом? Синдром маленького человека. Нет? Не слышали? Синдром маленького человека – это когда маленький парнишка чувствует, что все вокруг него здоровые парни, и они не воспринимают его всерьез. И он начинает делать вещи, которые не свойственны его характеру, в том смысле, чтобы показать им, что он тоже парень, что он не промах. Они назвали это как? Синдром маленького человека. И клянусь Аллахом, 99% стероидных братьев, все они имеют этот синдром маленького человека. Это из-за неуверенности в их сердцах. Если я не буду выглядеть устрашающе, если я не буду выглядеть физически мускулисто сильным, то я не мужик. Так братья начинают жать штангу 100-120 килограмм. И Аллаху алям, сколько они там дергают или жмут. Они жмут там космические веса, снимают это, выкладывают в Snapchat. Но те же самые братья не могут поднять одеяло на фаджр. Часами на тренировках с криками. Клянусь Аллахом, те же братья. Однако они не могут поднять одеяло на фаджр. У нас сейчас стероидная эпидемия. Каждый хочет шокировать. И знаете, что смешно? Все на стероидах, но никто не признается в этом. И все ведут себя по-особенному. Ой, ты не говоришь, и я не скажу. И поэтому этого нет. Сегодня я вижу брата, у него шея с карандаш. Он пропадает на 6 дней и возвращается уже с мускулами от ушей до носа. И кто-то подумает: Аллаху Акбар, брат, как ты накачал такие мышцы? И теперь он попытается убедить меня из-за того, что я толстый, и поэтому я отчетливо, по его мнению, не разбираюсь в тренировках. Брат, хвала Аллаху. Дорогой брат, я просто кушал. А что ты ел? Что ты ел, что мышцы выросли у тебя на ушах, на носу? Расскажи мне об этом, брат. Да знаешь, брат, я ел тунца и рис. Я тоже ем тунца и рис. Но почему-то у меня не так. И так мы все начинаем отрицать. Мы отрицаем. Синдром маленького человека, который хочет выглядеть большим, выглядеть суровым. Ведь меня это сделает мужчиной в обществе. Прежде чем наступит лето, все бегут в тренажерный зал. Зачем? Когда наступят жаркие дни, я пойду на пляж в Панамке. Посмотрите, насколько мы недалекие. Клянусь Аллахом, это позор. Это не в новинку. Это не сегодня появилось. Пророку, мир ему и благословение, и прошу, прочувствуйте это вместе со мной, прогуливался по Медине. Представьте, по Медине. И он, мир ему и благословение, увидел сподвижников, собравшихся около дерева. Знаете эти истории? Разве вы не хотели бы очутиться там? Какое же это было время, мужик! Итак, он увидел собравшихся вокруг дерева. И он, мир ему и благословение, подошел к дереву. Затем, когда он подошел туда, он заметил Абдуллу ибн Мас'уда. Кто-нибудь слышал это имя? Абдуллах ибн Мас'уд. Какой же позор этой умме. Братья говорят мне: брат, я не знаю, как назвать своего сына. Клянусь Аллахом, мне хочется вырвать себе волосы, когда люди говорят мне такое. Так вот, он подошел к сподвижникам. Они собрались вокруг дерева. Представьте, что он подошел к дереву. И он заметил Абдуллу ибн Мас'уда, висящим на дереве. И что там произошло? Там были финики на дереве. И сподвижники начали обсуждать, кто взберется на финиковое дерево и достанет им фиников. Абдулла ибн Мас'уд не был большим парнем. Напротив, он был противоположностью.
Он был очень тощим. Он был очень активным и очень прытким. Так Абдулла сказал: давайте я заберусь на дерево и достану фиников. Итак, вам надо прочувствовать это вместе со мной. Это было очень распространенной модой среди сподвижников. Они носили эти накидки. Эти накидки, как их там называют? Изар. Это изар? Да, это как покрывало такое. Это было очень распространенной модой среди сподвижников. Очень распространенной. И не думайте, что это мода, как сегодня. Под обмундированием носят такие большие трусы, боксерки. Нет, нет. Они одевали изар, а под ним ничего не было. Там не было ничего. Так вот, когда они сказали Абдулле ибн Мас'уду: ты заберешься на дерево и сорвешь нам финики, Абдулле пришлось приподнять свой изар, чтобы забраться на дерево. То есть ты на земле, а вверху видится харам. И они увидели там нечто большее, чем предполагалось. И вот так они начали смеяться и хихикать. Пророк, мир ему и благословение, подошел к ним и сказал: над чем вы смеетесь? Вспоминайте, иногда, когда вы смеетесь, это выглядит смешно, но когда кто-то спрашивает тебя: брат, над чем ты смеешься, тогда становится трудно это объяснить, и поэтому смех куда-то пропадает, и после этого становится очень неловко. Он спросил: над чем вы смеетесь? Что ты скажешь пророку Аллаха? Какое же это было время? Он посмотрел на дерево и обнаружил на нем Абдуллу. Он спросил: вы смеетесь над ногами Абдуллы? Они ответили: да, о посланник Аллаха. Посмотри, какие они тощие. Он ответил: ноги, над которыми вы смеетесь, тяжелее перед Аллахом, чем гора Ухуд. Риджаль, брат, настоящий мужчина, а не накачанный стероидами.